Здравствуйте, интервью на БСТ, в студии Алия Тагирова. В Уфе проходит 13-й Всероссийский съезд онкологов с международным участием. Я рада представить вам Андрея Каприна, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика Российской академии наук, главного онколога Минздрава России. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, рады видеть вас в Уфе. Ну, вот несколько значимых моментов. 80 лет в сфере онкологии в нашей стране, в том числе съезд посвящен памяти известного хирурга-онколога Михаила Давыдова. То есть от истории к будущему идем. Ну, как всегда, мы же не можем смотреть в будущее, если у нас не на что опереться. Знаете, как говорили великие, чтобы смотреть вперед, нужно стоять на плечах гигантов. Вот мы стоим на плечах гигантов. Кстати, это 3-й съезд в Уфе. Знаете, когда был перед этим съезд? В 1973 году. 52 года назад, да? Ничего себе, полвека, да? Вообще удивительно, почему был в Уфе именно тогда? Сейчас понятно, а вот тогда? Нет, ну мы меняем вообще города. Это такая нормальная традиция для того, чтобы развивалась онкологическая служба. Но любая служба, нужно обязательно быть в регионе и обязательно привлечь специалистов региона и привести туда спикеров, людей, которые понимают хорошо, могут поделиться опытом, зажечь молодежь, выступить перед студентами. Башкирия всегда имела прекрасный медицинский институт, всегда был такой край, где много университетов, институтов, очень приличная всегда была служба. Башкирская школа, между прочим, в Башкирии всегда была Академия наук своя национальная, поэтому, ну как не ездить в край, где такое внимание уделяется ученым, людям. Михаил Иванович, кстати, покойный, любил ездить сюда, оперировать, дружил со многими известными башкирскими хирургами. Так что он умеет принимать еще. Андрей Дмитриевич, мне кажется, что главный вопрос, который задают вам, как главному онкологу страны, это будет ли вакцина от рака, будет ли спасение от рака? Знаете, наше спасение в нас самих. Дело в том, что рак – проблема комплексного и комбинированного лечения и ранней диагностики. Вот понимаете, вакцина – это не волшебная пуля. Волшебной пули ни от одного заболевания не будет. Вакцина будет. И уже вакцина есть. Она разрабатывается по поручению Михаила Альбертовича Мурашко и правительства, и за этим следит Владимир Владимирович Путин. В нашем институте, в институте Гамалеи, мы вместе работаем над вакциной. Она будет. Но понимаете как, вакцина войдет как одно из в комплексном лечении, прецизионном лечении для пациентов. Поэтому важнее всего, вакцина это же не предупреждение. Вы понимаете, что вакцина лечебная, она подбирается индивидуально по опухоли, то есть должна уже быть опухоль. А лучше, чтобы опухоль была маленькая и сразу ее убрать. А убрав опухоль, да, действительно, может быть, приготовить под больного вакцину, которая, не дай бог, при прогрессировании рака можно будет ввести. Лет 20 назад все ехали в Германию, в Израиль. Сегодня ситуация кардинально поменялась. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Ну, для того, чтобы что-то вырастить, нужно сначала посеять, потом с любовью взрастить. А до этого, где-то до 2018 года, пока не выступил президент Российской Федерации, на Федеральном собрании, помните, он выступил с проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями». Сейчас проект как бы уже перешел в активное долголетие. Он тогда сказал, что нужно усилить службу, купить людям нормальное оборудование, воспитывать молодежь. К нам же не шли в онкологию до 2018 года. Все считалось, что в онкологии это такая, знаете, каторжный труд, неблагодарный, который с малыми зарплатами каких-то ужасных. Мы сохранили фотографии этих диспансеров, которые диспансерами-то нельзя назвать. Сейчас их тоже нельзя назвать диспансерами, потому что это уже региональные онкологические центры. А, кстати, есть такая работа психологическая у психологов, что если вот молодого человека, мы, кстати, с вами до эфира об этом говорили, что если молодого человека отправить в центр, где он видит, будет даже не такая высокая зарплата, это тоже хорошо и нужно. Но когда он видит перспективу развития для себя, как для ученого, как для врача, что он будет развиваться, получит кандидатскую, докторскую степень, что развивается центр, появляется новая лаборатория, требует освоения новой техники, комбинированное комплексное лечение. Когда они там остаются, ребята даже с перспективой, понимая, что все равно это будет хорошая специальность, хорошее имя
и он заработает. И вы знаете, особенность этого съезда в том, что настолько далеко решили и широко посмотреть на ситуацию, то есть это будут и кардиологи, и радиологи, и терапевты, то есть не только онкологи. Ну, это все больше сейчас, все более и более междисциплинарная специальность. Дело вот в чем. Дело в том, что раньше мы лечили, и больные мало жили. Сейчас больные наши живут долго, и есть возможность лечить. И появилась сразу специальность, смотрите, которых никогда не было. Кардиоонкология, то есть сейчас больные, которых мы себе готовим специально. Сопроводительная терапия, когда на больного агрессивная терапия, но в промежутке терапевтическая поддержка. Даже у пожилого человека, конечно, к нам попадают в основном, ну так сложилось, что онкологические заболевания в основном у пожилых людей. Но так сложилось, что мы должны их все равно лечить. Но для этого нужна ему поддержка, особенно при агрессивных курсах. Теперь, смотрите, борьба с осложнениями лучевой терапии, тоже отделение, кстати, единственное пока еще такое отделение в нашей стране, в центре, которое мне доверено честь руководить. И замечательная появилась специальность онкореабилитация. Это вообще никогда не было. Какая там реабилитация? Выживаемость бы специфическую какую-то приличную. Сейчас мы показываем очень приличную выживаемость. Министр здравоохранения, проводя по четвергам оперативный штаб, мы отчитываемся практически все время. Смотрите, вдумайтесь в этот показатель. Два показателя, которых, кстати, за рубежом нет. Контингент накапливающийся онкологических больных 5 лет и более. Значит, это которые должны 5 лет наблюдаться и лечиться, то есть 5 лет уже точно живут, и за это нас спрашивают. И у нас есть еще один показатель, называется одногодичная летальность. Одногодичная летальность в нашей стране была 24 на 100 тысяч населения, а сейчас мы снизили до 17. То есть мы спасаем уже людей даже с продвинутыми стадиями рака за счет правильного и комбинированной комплексной терапии. Андрей Дмитриевич, учитывая то, что наука работает над вакциной, над методами исследований, вот как вы считаете, как профессионал, как человек, который много лет в этой теме, вот на что должно быть самое большое внимание при развитии онкологической сферы? Ну, первичное звено должно быть обязательно ранняя диагностика. Ранняя диагностика, точно совершенно. Мы, кстати, единственная страна, у которой сейчас, вот буквально недавно, 7 основных форм для скрининга. Обычно во всех странах 3. Это обычно рак шейки матки, рак молочной железы и рак кожи, не меланома. Сейчас прибавилось рак желудка, рак легкого, рак кожи, рак щитовидной железы и рак предстательной железы. Поэтому, знаете, я думаю, что, конечно, это здорово. И мы сейчас начнем выявлять рано. Выявлять рано значит хорошая биопсия. Хорошая биопсия, хорошая морфология. Морфология и генетика с молекулярно-генетическими исследованиями позволяет не только поставить правильный диагноз и вовремя, но и прогнозировать развитие рецидива рака, способы лечения и провести индивидуальный персонифицированный подход к лечению пациента. Потому что по генетике мы можем определить, значит, молекулярная и генетическая онкология должна развиваться. Хирургия. Хирургия сейчас мы делаем огромные манипуляции, которые мы не могли сейчас сделать. У нас есть сейчас кровосберегающие технологии, позволяющие вернуть собственную кровь пациента даже при больших операциях. Лучевая терапия. Лучевая терапия сейчас тоже совершенно революционная. Сейчас вот этих больших машин такие мозги, которые позволяют облучить прецизионно только опухоль, не разрушая окружающие нормальные ткани. Радиофармакология. Потрясающее совершенно направление, которое мы подзабыли. Но мы ядерная держава. У нас, кстати, сырья наибольшее количество в стране. И сейчас подхватил Росатом здорово. Строится завод, который позволяет... Да, и мы сделали сейчас в крупных центрах, тоже с помощью и при поддержке Министерства здравоохранения, лично министра сделали так называемые ядерные аптеки. Мы прямо там подбираем к пациенту радионуклид. Это очень интересно. Это целую можно лекцию прочитать. Но я быстро расскажу. Вот смотрите, можно радионуклид, губительный для опухоли, соединить с белком, который она поедает. Да? И когда она поглощает, то поглощает радионуклид вместе с белком. Это губительно для опухоли. Можно так лечить даже метастазы. И мы стали лечить больных с метастазами.
Вот скажите, пожалуйста, по регионам очень много центров. Ну, наша республика тоже, она как бы славится. Помогают ли вот эти региональные центры в развитии, в научных разработках, фундаментальной вообще медицине, науке? Ну, развитие везде Ну, неравномерно. как практика может быть? Развитие везде неравномерно. Очень много зависит от людей. Если интересующийся главный онколог, стремящийся что-то делать, а ему еще помогает руководитель региона, вот как в вашей стране, я же знаю, что Ради Фаридович, мы еще приезжали, сдавали корпус онкодиспансера тогда, вот в 2020 году, в разгар ковида, насколько он был все равно заинтересован, приехали тогда с Михаилом Альбертовичем, в сдаче этого корпуса прекрасного хирургического, где Адель Альбертович сейчас работает, возглавляет коллектив. Очень тоже молодой коллектив. И уже все по-другому, понимаете? И когда такие есть коллективы, там в Воронеже, я боюсь кого-то обидеть, в Самаре, в Курске, в Липецке. Сейчас вот эти вот регионы поднимаются, там, в Екатеринбурге. Очень мощный центр построен, и все новое. На Сахалине, в Хабаровске. Боюсь кого-то обидеть. За ребят в Туле необыкновенный совершенно центр. Ваш тоже. Знаете, сколько уже? Теперь уже можно называть не онкологические диспансеры, а онкологические научные центры региональные. Они здорово помогают, они с нами. Кстати, есть чему и поучиться, особенно в организации онкологической помощи в многих регионах. И завершая нашу беседу, давайте вернемся к нашим пациентам, у которых вот совершенно простые вопросы. Допустим, один из таких самых важных: почему я? Я вел здоровый образ жизни. И почему именно у меня? Почему так рано? Что бы сказал главный онколог страны? Ну, здоровый образ жизни – это что? Здоровый образ жизни сейчас же не только не курил и не пил, или там умеренно употреблял. Сейчас же понятно, что ожирение, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, переедание тоже влияет на рак кишки и на другие раки. Значит, мы с вами понимаем, что предрак. Что такое предрак? Ну, например, шейка матки. Необследованная шейка матки, эрозивная, с ВПЧ инфицированным, увеличила количество рака шейки матки. Как будто бы здоровый образ жизни, не виноват человек. Есть определенные предраки, поэтому опять же раннее обследование. Мы можем не знать, а у нас могут быть инфекционные заболевания, и там геликобактер в желудке, бактериальное заболевание. Тоже доказано, что влияет на гастрит, который атрофический гастрит с возникновением рака. То есть питание, нарушение питания, безмерное поглощение вот этих вот продуктов переработанных, колбас ведет к раку кишки, красное мясо, особенно в мясных регионах, большое потребление красного мяса тоже доказано влияет на рак кишки. Поэтому вроде здоровое, но все равно надо посоветоваться. Спасибо вам огромное, удачной работы. Я знаю, что это не только дискуссионная площадка съезд, а это еще и практика. То есть вот вчера вы оперировали, у вас был мастер-класс, поэтому остается пожелать только, чтобы вот этот диалог был очень эффективным. Спасибо за прием, и за всем нам мирного неба и здоровья всем нашим слушателям и вам. Спасибо огромное, дорогие друзья. Я напомню, в нашей студии был Андрей Каприн, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик Российской академии наук, главный онколог Минздрава России.